Здравствуйте, меня зовут Николай. Я живу в Калифорнии, родом я из Якутии. И хотел бы коротко рассказать о Александре Габышеве, шамане из Якутии. Так вот, его, как вы знаете, недавно заперли, а потом отпустили о подписке о невыезде. Но человек должен понимать, что такое шаманизм и что такое шаман. Понимаете? Шаманов бывает два вида у якутов. Это не только черный и белый, а бывает два вида, которые на кого они работают, с кем они дружат. Первое – это общеизвестные, те, которые с духами водятся. То есть человек, который становится шаманом, он проходит определенное посвящение и становится шаманом. То есть у них бывает шаманская болезнь и так далее, и так далее. А есть другие шаманы, они ведомые. Есть такое якутское слово, называется «ый», это указывать. «Ый-дарар» – это тот, который ведомый. Эти люди работают на богов. У нас много богов в шаманизме, в тенгрианстве вообще, и у якутов тем более. Так вот, если шаман ведомый, он служит... Смотрите, это какая штука. Если шаман в первом случае работает с духами, то представьте, эти души, они бывают с нижнего мира. Хуже того, если этот дух пришел с верхнего мира. Эти духи, в принципе, здесь находятся, но сильный дух, он, в принципе, не предназначен для жизни в этом мире. Это точно. И когда человек впускает этого духа, который не является человеком или человеческим духом в свое тело, это все равно, что медведя пустить в курятник. Из-за этого появляются шаманские болезни. Если человек становится шаманом, и если его ведут, то это делают боги. И шаманской болезни не бывает, потому что это намного высокий уровень. То есть человек просто приходит к осознанию, что ему надо делать. И он начинает это делать. И в этом случае, например, бурятские шаманы, когда они пришли и решили его остановить, они, как только его увидели, по глазам их видно было, что они понимают, что что-то идет не так, как они ожидали. Потом они включили мозг и начали на него наезжать, а потом они посередине уже начали просить, типа, как-то отступись или что-то сделай, потому что ты же знаешь. Но когда они увидели, что этот человек, знаете, человек, которого ведут боги, он не осознает. То есть это... он просто знает, что надо делать. Зачем, он никогда не спрашивает. Так вот, шаману Габышеву, он жил в лесу, ему сказали «иди». Представляете, у человека денег даже нет, он в лесу живет, ему сказали «иди», и он пошел. Могли бы сказать: слушай, полетишь на самолете, нашел бы человека, который бы деньги дал. Просто я думаю, что дело в Путине. Путину дали 2 года, а чувак не понял. 2 года шаман должен был идти пешком до Москвы. Это был срок для Путина осознать свои ошибки и как-то умилостивить богов, там, не знаю, изменить ситуацию. 2 года это нормально. Это половина его избирательного срока. Ну, как бы, сейчас должно быть вроде 5 лет, но, скажем так, 2 года почти половина, это все равно. Так вот, вместо этого, вместо того, чтобы проанализировать, что происходит, он взял и запер человека, да? Просто отдал приказ убрать его с дороги, потому что, не дай бог, он будет идти дальше. Но кто сказал, что этот дух будет оставаться у Габышева внутри? Дух шамана, он же может... Это же не просто дух, а это действие богов же, если это предначертано. Он может перескочить с одного человека на другого человека. То есть там у него было там 10, 12, 13 соратников. Шаманский дух может перенестись во все 13. Но это не обязательно. Он может переноситься в разных местах по России у разных людей. А как его удержит? И эти люди, они могут перенестись, просто купить билеты, приехать в Москву.
Но можно, конечно, вообще закрыть всю Москву и запретить вообще шаманство, и задерживать там шаман задержан. Но дело в том, что шаманский дух, он переселяется не только в людей. Есть еще одна проблема. Дух шамана может перенестись в волка, медведя, орла или ворона. И за сколько это животное дойдет до Москвы? Ну. А потом, если Путин полностью в отказ пойдет, то есть он решится, типа, я сам все решаю, я сам все могу, и не верю я вот эти потустороннее что-то. Там случаются парадоксальные вещи, понимаете? Человек может просто оливку попытаться съесть, а он не туда пошел. Понимаете? Или что-то с ним может случиться. Каждый раз, вот когда что-то случается, потом выясняется, что череда событий вело именно к этому. Путин, можно сказать, у него был шанс, но он не воспользовался. И вот мне просто интересно, что будет дальше, что должно было быть и что пытался Путин переиграть, что он должен был сделать и где он пошел в отказ, и что с ним в конечном итоге будет. Вот что интересно, как думаете? Ну, пока.